Добрый день. На часах ровно 12 в прямом эфире телеканала «Юрган». Начинаем рабочий полдень. Отложите в сторону дела. В студии Екатерина Борш. И стартовым трамплином нашей программы будет по традиции небольшая порция новостей. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи составил список продуктов, потребление которых необходимо ограничивать. В перечень попали хлеб, колбасы, консервы, сыры, сладкие йогурты, пирожные, майонез, кетчуп. В них высоко содержание соли, сахара и трансжиров. Список направлен в Минздрав и Роспотребнадзор, которым ученые предложили помечать эти товары. Питайтесь правильно и становитесь победителями. Как ухтинка Екатерина Игнатенко. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на международном турнире по карате среди юниоров в Турции, в котором участвовали 535 подростков из 20 стран. Она провела 4 поединка, и в 3 из них одержала победу, уступив за выход в финал спортсменке из Турции с минимальным преимуществом в 1 балл. Поединок за 3-е место наша землячка выиграла с сухим счетом 7-0. Завтра в столице Коми откроется 6-й съезд финно-угорских народов Российской Федерации. В нем примут участие более 350 человек из 42 регионов России. Это представители общественных организаций, органов власти и бизнеса, журналисты. Общая тема форума заявлена как «Финно-угорские народы России. Гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». Кстати, в связи с проведением съезда некоторые дороги Сыктывкара будут перекрыты. Со списком можно ознакомиться на сайте ГИБДД Коми. И к теме эфира. В ближайшие 40 минут вы можете воспользоваться отличной возможностью и задать вопрос нашему гостю, травматологу-ортопеду Василию Ивлеву. Василий Владимирович, добрый день. Здравствуйте. 46 90 60 телефон прямого эфира. Напомню нашим телезрителям, я думаю, вы, конечно, знаете его наизусть, но 6 заветных цифр. Звоните, задавайте вопросы. И начну я с вопроса, который, собственно говоря, практически озвучила. А с какими вопросами к вам обращаются обычно, чаще всего? Травматолог-ортопед – это специалист, который делает операции или проводит активное лечение при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. Угу. А если говорить в целом, ну, если так взять, мы все-таки задали тему такую «берегите суставов». Суставы. С какими проблемами в плане суставов может столкнуться человек? Вот какие заболевания свойственны? Прежде всего, пациенты обращаются с травмами и последствиями травм суставов. Это и переломы, и растяжения, и также последствия этих травм, которые я перечислил. Также обращаются пациенты с дегенеративными заболеваниями. Это тогда, когда сустав по какой-то причине начинает изнашиваться, стираться. К этому могут приводить такие заболевания, как остеоартрит, воспаление сустава, целый ряд ревматоидных заболеваний, а также особняком стоят заболевания опухолевого генеза, когда какая-то опухоль, злокачественная или доброкачественная, также поражает костную ткань. Доброкачественная и злокачественная, и с теми и другими вы... Мы преимущественно занимаемся лечением доброкачественных опухолей, потому что пациенты с злокачественными новообразованиями, они требуют комплексного подхода. Это и химиотерапии, и лучевой терапии, и поэтому они в основном аккумулируются в центрах онкологии и научно-исследовательских институтах. А в чем могут быть причины вот этих заболеваний? Ну, я предполагаю, что травмы – это воздействие внешней среды, либо там, человека самого на себя, так? А при остальных ситуациях, вот в чем причина? Что человек делает не так? На самом деле, если мы будем искать одну причину, мы потерпим фиаско. Причин очень много. Одно из самых массовых заболеваний этого столетия – это остеоартрит. Причиной на первом месте специалисты ставят воспаление суставов. Но также не исключаются и другие проблемы, которые к этому приводят. Ну, например, травмы или последствия травм, повышенный износ вследствие некоторых, например, заболеваний сустава, ожирение. Также на это влияют заболевания, которые нарушают метаболизм в организме, например, сахарный диабет и целый ряд других эндокринных заболеваний. То есть, исходя из этого, можно составить такой небольшой список рекомендаций по профилактике
То есть нужно следить за своими хроническими заболеваниями, так? Ну, особенно такими серьезными. Ну, есть профилактические мероприятия, которые касаются многих людей или пациентов, а есть меры профилактики узконаправленные. Что бы я хотел посоветовать телезрителям? Ну, прежде всего, стараться не превышать допустимую или оптимальную массу тела. Всемирной организации здравоохранения доказано, что ожирение как минимум в 4 раза увеличивает частоту развития остеоартрита. Дальше стараться избегать травм. Ну, понятно, что насколько это возможно. При этом активный образ жизни, он замедляет процессы износа сустава. То есть вам надо и заниматься физкультурой, ну и не переборщить с этим, да? Гулять, хорошо, правильно питаться, да, и следить за своим здоровьем. Но при этом, получается, спорт, он как раз-таки к большим шансам травматизации ведет, ну, а физкультура воспитывает, да, правильным образом, снабжает, кровоснабжает, защищает, так, мышечная мускулатура, мышечная масса. Грань между физкультурой и спортом, она очень относительная и зыбкая, потому что есть разные виды спорта. Ну, например, занятия шашками или шахматами мало влияют на патологию опорно-двигательного аппарата. Плавание даже у серьезных спортсменов редко вызывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А такой, например, спорт, как футбол, является одной из самых частых причин травмы коленного сустава. То есть спорт по спорту рознь. То есть, получается, рекомендация «плавайте все»? Видите, не все умеют плавать, не все переносят хлорку в бассейне, и не у всех есть река или море с теплой водой. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все плавали, но насколько это позволяет возможности. Здесь нужно использовать все возможные какие-то аспекты активного образа жизни. Если вы живете на севере, то здесь и прогулки на свежем воздухе, и лыжи вам в подспорье. Также вы можете заниматься велосипедом, а если вы боитесь упасть, вы можете заниматься, например, на велотренажере или на тренажерах, таких как и эллипс. По поводу бега тоже есть разница, где и как бегать. То есть одно дело бегать по бетонке босиком, а другое дело по беговой дорожке или по мягкой травке в хороших кроссовках. То есть однозначно по мягкой травке гораздо лучше, потому что если бегать по асфальту... Это менее травматично для суставов, в том числе позвоночника. А если говорить о питании? Ну, естественно, как и я, наверное, как и все наши телезрители, очень хотят услышать какой-то вот такой один продукт, на который можно налечь, и никогда мне не будет грозить заболевание суставов. Вот есть что-то такое? Такого продукта нет, потому что в составе суставов, суставной жидкости, костей присутствует очень много микроэлементов. Поэтому проще сделать для себя такой вывод, что питание должно быть разнообразным, но при этом стараться не переусердствовать с углеводами, генно-модифицированными продуктами, жирами, особенно животного происхождения. Питание должно быть разнообразным. Желательно, чтобы там в питании присутствовали фосфор, магний, кальций. Таких продуктов, таких микроэлементов много в таких продуктах, например, как молочные продукты, причем они совсем не обязательно должны быть жирными, рыбных изделиях. Но у некоторых пациентов есть аллергия на данные продукты, поэтому приходится выбирать из какого-то другого ассортимента корзины. Да. Какой бы врач ни был в нашей студии, всегда мы приходим к тому, что питаться нужно полноценно и рационально. 46 90 60, телефон прямого эфира, и первый звонок сегодня у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышим. Меня зовут Елена, мне 44 года, и у меня такой есть вопрос. Вот есть ли какой-то анализ, который может узнать, есть артрит или предрасположенность к артриту, потому что всегда косточки хрустят. Ну вот, не знаю, вот такой вопрос. Спасибо большое.
Диагностика. Есть ли какой-то универсальный способ? Спасибо, Елена, за вопрос. На самом деле такого анализа нет, потому что причин хруста в суставах существует множество. И это не только заболевания суставов. К тому же самих заболеваний, нозология заболеваний суставов предусматривает несколько сотен наименований. И многие из этих заболеваний имеют свои маркеры. То есть единого такого анализа не существует. А если вас это беспокоит, то лучше, конечно, обратиться с данным вопросом к терапевту или к ревматологу, и, возможно, к ортопеду, и пройти некоторые обследования. Возможно, что оно не будет ограничиваться только одним анализом. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Екатерина, также приветствую вашего гостя. Я хотел поинтересоваться у господина врача. У меня характер работы сидячий, да, то есть я очень много времени провожу, скажем так, на рабочем месте сидя. Вот. И у меня в последнее время начал уже как-то так беспокоить спина. То есть, не такие боли, а просто такие дискомфорт. неудобства, скажем, да. Вот. Я хотел бы узнать, стоит ли мне проверяться на остеохондроз и как часто? Спасибо. Спасибо большое. Остеохондроз, наверное, самое знаменитое заболевание опорно-двигательного аппарата. Может быть, не знаменитое, но, по крайней мере, одно из самых массовых. Остеохондроз, он рано или поздно развивается у всех людей. Это наша плата за прямохождение, в отличие от животных. При определенных нагрузках определенные отделы суставов, они перегружаются. При сидении в основном, конечно, страдает поясничный отдел позвоночника. Надо ли вам обращать на это внимание? Разумеется, надо. Если у вас есть тяжесть в спине или какие-то болевые ощущения, это повод обратиться к врачу и даже пройти некоторые обследования. Список обследований, он может быть различен. То есть он и начинается, это, как ни странно звучит, не с какого-то рентген-снимка или МРТ, а именно с опроса и осмотра врачом в кабинете во время консультации. Это дает порой более, какую-то важную информацию и позволяет выявить более какие-то важные симптомы, которые позволяют назначить какое-то правильное лечение. Какие рекомендации я вам могу дать уже сейчас, не имея каких-то результатов вашего обследования? Прежде всего, поскольку у вас сидящая работа, надо стараться в своей работе делать перерывы и разминаться. И, может быть, для себя принять какую-то физкультуру, которая вам будет позволительна на рабочем месте. То есть какая-то растяжка, ходьба, изменение положения тела. Повторюсь, сидение – это большая нагрузка для поясничного отдела позвоночника. В наших эфирах мы много раз показывали разнообразные комплексы, которые можно применять как раз-таки на рабочем месте. Это и йоги, и да, своеобразные растяжки. Так что можете пересматривать наши эфиры и брать себе на вооружение. Еще один звонок у нас. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. Меня зовут Галина. Вот бы вопросик такой задать. Вот говорят, от суставов очень полезен холодец. Это первый вопрос. Какой, говяжий или свиной, полезен ли он? И желатин. Вот насколько полезен, чтобы суставы были в норме. Спасибо. Спасибо большое вам за вопрос. На самом деле, если читать газеты по оздоровлению, много пишут о том, что такими хондропротекторными веществами являются желатин и вот, собственно говоря, содержащие его хрящики разнообразные, вот, холодцы. Да? Это очень распространенный вопрос от наших пациентов. Я уже сказал и готов повторить, что каких-то универсальных продуктов от всех заболеваний опорно-двигательного аппарата не существует. Холодец может применяться, в нем может содержаться и хондроитин-сульфат, и глюкозамин. Единственное, что после термической обработки все-таки основная масса этих
очень полезных веществ может разрушаться. То есть в сыром виде грызть. Да, при этом надо обратить внимание еще и на калорийность этого продукта. То есть если калорийность высокая, то все-таки я бы посоветовал ограничивать в питании такие продукты и не стараться одним холодцом полностью заполнить свою корзину. Я повторюсь, лучше все-таки питаться разнообразно. Продукта одного, которым можно было бы решить все проблемы, не существует. Ну и, кстати, в холодце еще нередко много соли. А соль тоже ведь не очень любит суставы, правильно? Совершенно верно. И соль, и специи, которые вредны, может быть, не только для суставов, но и для других органов и систем, в том числе эндокринной системы. И еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. День добрый. Мне 34 года и вопрос... Алло. Мы вас слышим. Здравствуйте. Мне 34 года и вопрос такого плана. Иногда получается, вот, когда наклоняюсь или там становишься на корточки, и когда встаешь, боль в колене. Понятно. Что это может быть? Спасибо большое за вопрос. Молодой мужчина. Боль в колене, которая вас беспокоит, это может быть симптомом травмы или заболевания коленного сустава. Я бы вам посоветовал уже напрямую обратиться к травматологу-ортопеду, потому что возможно, что ваша боль требует какого-то специального лечения. Не старайтесь рецепт лечения найти самостоятельно. Я думаю, что проблема может быть более серьезной. Вот, кстати, наш телеканал сейчас активно готовится к такому реалити-шоу ГТО, и в том числе вот и команда нашего телеканала, 5 человек, мы активно готовимся, буквально вчера уже даже хотели в туристический поход. Вот ГТО — это не совсем спорт, то есть это как бы физическая там, выносливость. Если нас осмотрели врачи, в обязательном порядке нам выдали справки, что мы можем, нам разрешено. У меня нет жалоб, связанных с суставом. Если я грамотно подхожу к каждому состязанию, разминаюсь, разогреваюсь. Вот защищена ли я от травм суставов? Или нет все-таки? Там ведь нет контакта с другими людьми в плане. Это же не футбол. Ну, первое. Я говорил об активном образе жизни. И все-таки я бы посоветовал телезрителям регулярно заниматься физкультурой, а не ждать только момента сдачи нормативов ГТО, который происходит там один раз в год. То есть физкультурой надо заниматься постоянно. От травматизма, к сожалению, никто из нас не застрахован. Мы, разумеется, можем предпринять некоторые усилия, чтобы уменьшить их вероятность. Мы можем, во-первых, должны обращать внимание на ту обувь, в которой мы бегаем или передвигаемся. Мы можем использовать какие-то фиксаторы, например, наколенники, налокотники, эластичный бинт, если мы чувствуем какую-то слабость в каком-то определенном сегменте или суставе. Но все суставы зафиксировать нельзя, поэтому прежде всего это техника и внимательность. То есть не переусердствовать, не навредить. Совершенно верно, не переусердствовать. И стараться, скажем, людям уже более зрелого возраста избегать каких-то контактных видов спорта, потому что чаще всего это ведет к травмам. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Татьяна. Хотела бы задать. Есть крем для суставов. Атропант называется. Так-то вроде можно верить или нет. Помогает мне для суставов такой крем. Спасибо большое. Если вот мы про таблетки, про питание какие-то там поговорили, есть ли вот волшебные кремы? На самом деле я бы не хотел в прямом эфире рекламировать какой-то крем или какое-то лекарственное средство. Я скажу так, волшебных лекарственных препаратов тоже не существует. Действие мазей и кремов, оно большей частью поверхностное. Некоторые из препаратов, которые содержат неспецифические противовоспалительные препараты, они могут частично всасываться в кровь и оказывать общее действие на организм. Но эффективность все-таки кремов и мазей, она не очень большая. Поэтому если у вас есть какая-то серьезная проблема с опорно-двигательным аппаратом, скорее всего, мы кремом или мазью не ограничимся, то есть это будет только дополнительное средство. Если у вас есть проблемы с суставами, лучше для коррекции лечения обратиться все-таки к специалисту.
А всегда ли, точнее, можно ли дать гарантию, что консервативным каким-то методом можно помочь, если вовремя обратиться? И либо есть ситуации, когда неизбежно и приходится делать операции, замены? Я вообще негативно отношусь к фразе «гарантия в медицине». Гарантию дают, насколько я знаю, стоматологи после имплантации зубов или постановки пломб. Но это не значит, что эта пломба у вас простоит именно год, на который дается гарантия. Это просто означает, что если эта пломба выпадет, то вам ее заменят бесплатно. То есть гарантия – это не совсем гарантия. Здесь только есть определенная вероятность или уверенность. К сожалению, ни один метод лечения или профилактики он не гарантирует какой-то конкретный результат. Он на это направлен, но имеет определенный процент успеха или неуспеха. Какие-то препараты, дающие больший процент, считаются эффективными. А те, которые не помогают или дают меньший процент эффективности, считаются малоэффективными или неэффективными. Но все-таки важно вовремя обратиться. Вот я к чему веду. Потому что не всегда, как я понимаю, боли в суставах уже при изменениях. Так? Бывает так, что совсем начинает болеть, когда уже очень даже поздно. Боль появляется вообще при разных состояниях. И не только при травматолого-ортопедических заболеваниях, но и, например, неврологических проблемах, сосудистых проблемах. И не надо полагаться на свое ощущение. То есть пациентам очень сложно порой дифференцировать причину болей или поставить себе диагноз. Конечно, это прежде всего надо обратиться к специалисту. Дальше. После того, как вы обратились к специалисту, вам назначается обследование. И это обследование позволяет предположить или все-таки установить правильный диагноз. После этого доктор назначает вам лечение. Причем это лечение должно быть согласовано, разумеется, с пациентом. То есть вы должны быть готовы, согласны и готовы принимать это лечение. Если лечение назначено и оно обосновано, конечно, лучше эти рекомендации всегда соблюдать. И это надо делать обязательно, если мы хотим добиться какого-то результата или вылечить ваши суставы, или уменьшить ваши болевые ощущения. Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышим вас. Это Людмила беспокоит, 60 лет мне. Значит, у меня... Здравствуйте. Это беспокоит Людмила, мне 60 лет. У меня, значит, появились боли в тазобедренных суставах. Я обратилась к хирургу, сделали рентген, патологии не выявили. А когда я проходила МРТ по поводу, значит, органов малого таза, у меня обнаружили жидкость в тазобедренных суставов. Написали стеновид тазобедренных суставов. Какие действия должна делать и чем это грозит вообще? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Людмила. Судя по тому, что вы рассказали, диагноз окончательно у вас еще не установлен. То есть вам надо продолжить обследование и обратиться все-таки к травматологу-ортопеду. Не всегда методы исследования позволяют выявить заболевания на ранних стадиях их развития. Дальше, синовит сустава, выявленный на МРТ, это еще не окончательный диагноз, потому что причиной синовита могут быть другие состояния и заболевания. Пока не установлен у вас диагноз, ни в коем случае нельзя назначать какое-то специфическое лечение. Вам нужно обратиться к врачу и довести вот этот диагностический этап до конца. То есть надо поставить диагноз и после этого назначить правильное лечение. Только так. Врачу, травматологу, ортопеду? Я думаю, что вам нужна будет консультация травматолога-ортопеда, но возможны консультации и других специалистов. Это может быть и ревматолог, и невролог, в зависимости от того, что показывают дополнительные исследования. А хирургические вмешательства. Вот сейчас век высоких технологий. Для нашей республики, к счастью, тоже они доступны, так? Для пациентов нашей республики. Вот насколько много таких операций делается, насколько вот они высокотехнологичны? Ну, по разделу травматологии и ортопедии основную массу высокотехнологичных операций у нас в республике выполняет ортопедическое отделение Коми республиканской больницы. Данные операции проводятся у нас с 1992 года.
и выполняются в большом количестве. В год это уже более 400 операций. Результаты данных оперативных вмешательств, а в основном это эндопротезирование крупных суставов, они очень обнадеживающие. Они позволяют вернуть в строй, вернуть трудоспособность или улучшить качество жизни абсолютному большинству пациентов. Эта помощь доступна, она бесплатна для пациента, и в настоящее время нет очереди на получение данного вида оперативного лечения. То есть, ну, этому же предшествует определенная работа, то есть пытаются вылечить, диагностировать все, да? Или прям сразу к вам приходят, а поменяйте ко мне суставчик. Решение о том, что необходимо провести операцию по замене суставов, оно принимается совместно врачом и пациентом. Если у пациента есть артроз, но его это не беспокоит, мы далеко не всегда ему предлагаем операцию, даже если артроз очень выраженный. Если пациента беспокоит очень сильно и другие методы лечения не помогают, чаще всего мы предлагаем оперативное лечение. Но в любом случае эти операции не являются жизненно необходимыми. Они делаются для улучшения качества жизни. Поэтому решение принимает сам пациент. Мы информируем, а пациент соглашается на наше предложение. А насколько быстро потом человек встает на ноги? Вот это вот важный момент. Нужно ли пытаться самому помочь вот этой двигательной активностью, чтобы быстрее там ткани восстановились? Или все-таки лучше полениться после таких операций? Здесь нет каких-то четких сроков, потому что пациенты ведь бывают разные. То есть к нам обращаются и молодые пациенты 20-22 лет, и в таком возрасте иногда приходится менять суставы. А иногда к нам привозят на каталке пациентов старческого возраста, 80 и более лет. И реабилитация у данных пациентов будет различная, и степень восстановления у этих пациентов будет различная, потому что мы должны понимать, что и сопутствующие заболевания, они тоже будут на это влиять. Реабилитация, разумеется, важна. Операция – это только половина успеха. Все остальное – это реабилитация. То есть если правильно и грамотно совместно с врачом, слушаясь врача, действовать, то залог? То вероятность успеха, она очень высокая. Спасибо большое. Напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был травматолог, ортопед Василий Ивлев. Спасибо вам большое, что пришли в студию. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Сейчас мы прервемся на рекламу. Во второй части программы мы говорим о чемпионате по чтению вслух «Открой рот». Не переключайтесь. Рабочий полдень вновь с вами. Новая тема. В субботу в юношеской библиотеке Коми пройдет второй чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Сколько участников планируется собрать и зачем они откроют рот? Узнаем у куратора чемпионата Людмилы Джинбаховой. Добрый день, Людмила. Здравствуйте. Ну, расскажите, что это за чемпионат? Чемпионат по чтению Таким интересным названием. Да, чемпионат России по чтению вслух «Открой рот» проводится уже 6-й год. То есть мы у себя организуем отборочный тур. В каждых городах организуются такие отборочные туры. Всего в прошлом году было 111 городов принимало участие. Да, мы были одними из них. И вот в этом году, конечно же, тоже решили присоединиться. Угу. Зачем он нужен? Что все включает? Вот понятно, сколько участников, что это такое общероссийское, получается, уже движение. А что именно? Ну, конечно, глобальные цели – это цели просвещения, образования, приобщения к чтению. Но на самом деле по опыту прошлого года могу сказать, что это просто классная такая тусовка людей, которые объединены любовью к чтению. Им хочется собраться вместе и почитать вслух. Угу. Вот и все. Вот в прошлом году за какое время вы объявили о том, что Республика Коми тоже присоединяется? И сколько в итоге получилось собрать наших? Да, в прошлом году у нас было 22 участника. В этом году регистрация идет на сайте чемпионата, то есть общероссийском сайте. Но, конечно, зарегистрироваться можно будет вплоть до самого начала. То есть даже вот на нашей площадке уже, ну, просто так удобнее нам будет, если участники будут регистрироваться заранее. Мы будем знать, сколько человек придет. Вот, в этом году зарегистрировалось уже 20 участников. То есть, вы сейчас, дорогие телезрители, видите на экранах ссылку, по которой можно будет зарегистрироваться. Да. Вот. Так, что вы еще спрашивали? Вот 22 человека, это, ну, по сравнению с другими территориями, это много или мало? Потому что, ну, казалось бы, территория у нас огромная, а всего 22 человека. Ну, на самом деле, в прошлом году у нас была приглашенная ведущая, это было требование организаторов.
Валерия Мартьянова из Санкт-Петербурга. Она сама принимала участие, становилась тоже чемпионкой в Санкт-Петербурге. Вот. Она говорит, что это среднее число, то есть это абсолютно нормальное число. То есть на сайте регистрируется немножко больше человек, затем кто-то не приходит, кто-то передумывает, присоединяется еще кто-то перед самим чемпионатом, перед самим отборочным туром. И вот получается такое, ну, где-то в среднем 20 человек, так везде. В этом году тоже приглашенный гость, ведущие? В этом году правила чемпионата изменились, мы сами можем проводить, ну, то есть чтобы не было затрат на дорогу ведущему. Да, в этом году будет проводить наш ведущий, Прокопий Улешов его зовут, такой очень активный работник нашей библиотеки, поэтому тоже будет очень весело, я думаю. Прям ведущий? То есть он как, связует одного выступающего с другим, или вот для чего ведущий-то нужен? Ну, ведущий нужен для того, чтобы направить в чем-то жюри, участников тоже, да, приглашает он участников, подсчитывает очки, то есть где-то заполняет паузы, ну, то есть как ведущий на любом действии. А возрастной ценз для этого действия есть или нет? Или любой желающий, умеющий читать? Или, может быть, не умеющий, а знающий наизусть, ну, если там говорить про дошкольников? Нет, возрастной ценз есть, да, он очень строгий, 18+. То есть, потому что у организаторов федеральных чемпионата есть также чемпионат для старшеклассников, называется страница 17, ну вот в этом году страница 17, в прошлом была страница 16, то есть понятно. Также есть двуязычный чемпионат. В общем, работа большая ведется по этой деятельности. Ну как проходит сам чемпионат? Вот собрались вы, 22 участника, плюс организаторы, не знаю, может, вольные слушатели, какие-нибудь зрители. Да, дальше что происходит? Да, чемпионат, вход открыт для всех, абсолютно свободный, бесплатный, можно приходить, поддержать своего любимого участника. В общем, начинается так, что сначала идет такой нулевой раунд, если участников больше 12, то обязательно нужно, как сказать, провести такой, перед самим отборочным туром провести отбор еще один. Они читают маленькие стишки, и кто-то выбывает уже перед самим стишки. Туром. Эти стишки заготовленные, должно быть авторство того человека, который выходит. Он берет какого-то любимого своего автора, либо он видит эти стихи впервые. Это вся суть чемпионата в том, что ты не знаешь, что будешь читать вслух. То есть в этом году, так же как в прошлом году, книжки будут упакованы в непрозрачные конверты, и участник выбирает конверт, который ему больше нравится, чисто на ощупь как-то, может быть, отрывает его, достает книжку, уже видит, что будет читать, и в течение минуты он должен зачитать отрывок, выделенный организаторами. То есть смысл соревнований — чувствовать текст до того, как ты его увидишь? Да, да, правильно. Это, в общем-то, самое главное. То есть неважно, как хорошо ты там прочел, как хорошо ты проговорил буквы, главное пропустить текст через себя, как-то понять его и выдать, в общем, это жюри. В прошлом году вы участвовали? Я нет, конечно. Почему, конечно? Честно говоря, я, наверное, побаиваюсь и не знаю. Но, может быть, в этом году, кто знает, попробую себя в этом деле. Ну вот текст, который сейчас на моей странице, это часть моего сценария, вы тоже не видели, возможно, слышали, то есть вы уже немножечко подготовлены. И вот я вот сейчас маленький вам фрагмент одну из новостей выделила. Сможете ли мне красиво ее прочитать? Я попробую, конечно. Вот вам маленькое соревнование. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи составил список продуктов, потребление которых необходимо ограничивать. В перечень попали хлеб, колбасы, консервы, сыры, сладкие йогурты, пирожные, майонез, кетчуп. В них высоко содержание соли, сахара или трансжиров. Список направлен в Минздрав и Роспотребнадзор, которым ученые предложили помечать эти товары. Питайтесь правильно и становитесь победителями, как Ухтинка Екатерина Игнатенко. Так, значит, с произнесением вы справились. С тем, как вы должны почувствовать содержание, это новость. А вы прочитали как больше, наверное, загадочную историю, в которой должно было что-то случиться. Вот это уже был бы минус? Или это ваше как бы свободное видение? Вот на соревнованиях это как-то оценивается? Жюри оценивают каждого участника по 6-бальной шкале. По 2 критериям — это техника и артистизм. Я думаю, что... Если вот так вот читать, то это даже будет в плюс? Или где уместно? Смотря, да, наверное, где уместно. А в прошлом году вот так вот экзальтированно кто-то читал? Да, конечно, было такое. Ну просто вот самое главное, да, несмотря на то, как ты вот так читаешь, можно почувствовать, когда человек не пропускает через себя текст, то есть как-то на поверхности вот это все.
Вот. Но я думаю, что за технику мне бы, наверное, сняли 1 балл. За артистизм, не знаю. Но я думаю, 5, 4, может быть, мне поставили бы. Но вы говорите, что можно приходить, вход свободный, поболеть за своего любимого участника. Если любимого участника нет, кстати, со списком можно заранее познакомиться? Если я, например, знаю, что моя подруга идет, я, возможно, приду. А вот просто вот увидите в списке, например, знакомого человека. Или Да, если... списки мы скоро выложим. Ну, если вот этого известного для этого человека нет, вот почему стоит прийти? Там на самом деле интересно? Да, конечно. Ну, я думаю, тем, кто не был на чемпионате в прошлом году, сложно будет это понять. Но это на самом деле такое интересное зрелище. Вот, например, из такого самого запоминающегося, я помню, не помню, как звали участника, но он также принимал участие в научном слэме несколько раз. И он читал стихотворение, мужчина читал стихотворение Агни Барто, в общем. Было очень забавно, как он это все изображал, маленькую девочку. В общем, было интересно, смешно. Так, раз интересно, давайте пригласим вашими устами. Давайте. Куда, во сколько? И напомним, что можно и самим поучаствовать. Да. Юношеская библиотека, Коммунистическая, 78. В эту субботу, 30 сентября в 15:00 в нашем оранжевом зале, который у нас любят многие организаторы лекториев и прочего, проводить свои мероприятия, да, состоится отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». В общем, вы можете прийти, как поучаствовать, так и просто поболеть за свою подругу, друга, маму, сестру. Ну и вот как раз-таки внизу экрана вы, дорогие телезрители, видите ссылку, по которой можно будет набрать и зарегистрироваться, если вы хотите все-таки принять участие. Шансов, интересно, у очень читающего, понятно, человека, но вот молодого или все-таки старше? В прошлом году кто отборочный прошел? В прошлом году прошла Марина Юрьевна Круглова, это директор Национальной детской библиотеки имени Маршака. Да, к сожалению, у нее не получилось принять участие в полуфинале. Жалко, конечно, ну, человек занятой. Но в этом году мы надеемся, что все-таки мы отправим кого-нибудь в Архангельск на полуфинал, а затем, может быть, этот человек победит и пройдет в финал в Москву. Приходите, наблюдайте, болейте, участвуйте сами. И напомню же нашим телезрителям, что в гостях нашей студии была куратор чемпионата «Открой рот» Людмила Бженбахова. Спасибо вам большое. Спасибо. Возможно, встретимся в субботу. До встречи. А нашим телезрителям напоминаю, посредством функции управления просмотром телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. До встречи завтра ровно в рабочий полдень.